я ему говорю то, что нужно оплатить, как бы в любом случае, он говорит нет. Нет, это еще мягко сказано, то есть там, соответственно, скандалы бывают. Так уже 6 лет из-за неуплаты алиментов страдает жительница Казани. Лица девушка просила не показывать. Как говорит, бывший муж задолжал около 200 тысяч рублей. Обращение к приставам результата не дает. А судебные приставы его не могут якобы найти. То есть они приходят по адресу, который указан в исполнительном производстве, где он якобы прописан. Они его не могут там найти, потому что, ну, естественно, он в Зеленодольске не так часто появляется, потому что он работает в Казани, вот, тоже неофициально работает, как бы, но... То есть они, грубо говоря, разводят руками. Сейчас в Татарстане около 20 тысяч человек, которые не платят алименты. Общая сумма их долга перевалила за 2 миллиарда рублей. Как отмечают приставы, при всей интенсивности работы и имеющихся мерах, взыскать удается лишь малую часть. Процент, который сейчас взыскан на сегодняшний день, составляет 18%. Конечно, работы еще очень много. Тем не менее, этот результат в сравнении со среднероссийским значением, он выше. В этом году сделали максимально возможные и провели все мероприятия, которые позволили привлечь должников, производящие частичные выплаты, к ответственности. Как отметили на круглом столе в Общественной палате, запрет на выезд за границу, исправительные работы, списание средств с банковского счета и даже лишение свободы в рамках уголовного дела не всегда результативны. Меры нужно ужесточать, считает общественность. Можно наличными получать зарплату. В зарубеж он может и не выезжать, и в принципе все, рычаги все потеряны. Поэтому те же права можно отбирать. То же имущество, которое он переоформляет на других, пока долги не закрыл по алиментам, он не имеет права там ни квартиру в наследство свою другую оставить, ни перепродать, ни любое движимое имущество. Это ведь рычаги. В конце концов, если приставы не справляются, давайте коллекторским агентствам отдадим эти долги. В свою очередь, общественники из Союза отцов Татарстана предложили пересмотреть всю систему начисления алиментов. Мы считаем, что нынешняя система назначения взыскания алиментов, она себя изжила. Если отец добросовестный, то после расторжения брака фактически получается так, что содержание детей полностью оказывается на его плечах. Когда деньги перечислены ребенку, то никто вообще не следит, чтобы они потратились именно на ребенка. Сам ребенок это проконтролировать не может. Вот вы путаете, да? Можете, отец может взять. О чем вы говорите? Тогда я не понимаю, почему суд оставил с мамой ребенка, если она покормить его не может. Судья тогда свою несостоятельность. Разные Почему суд ситуации решил? бывают. Рожают женщины, и поэтому априори ребенок ближе к матери. Ну, это естественный процесс. Эксперты предлагают, нужно уделять внимание семейному воспитанию, чтобы и мужчины, и женщины к браку и детям подходили более ответственно. Использовать потенциал общественного влияния на таких людей, потому что, а как иначе, ведь, что такое должник перед ребенком, перед своим ребенком? Ответственность, прежде всего, когда люди заключают брак. Вот они должны осознавать, что если семья создалась, то эти два человека перед своим будущим ребенком ответственны. Свои предложения общественники занесли в резолюцию. Выход из проблемы собираются искать на законодательном и федеральном уровнях. Дмитрий Аринин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.